Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». В микрорайоне Марха состоялся отчет окружной администрации города Якутска. Отчет окружной администрации был принят. Там рассказали о будущем микрорайона Марха города Якутска, о новом детском саде, о новой школе и других планах окружной администрации города Якутска. Но жители микрорайона Марха все-таки напомнили о тех обещаниях, которые пока еще не выполнены. Очень давно проживаю в микрорайоне Марха. Очень давно, еще когда училась в школе. Сейчас, когда мы переехали последние 8 лет, мост, который ведет к школе, как стоял, так и стоит. Каждым годом он становится все хуже и хуже, ходить по нему страшнее. До 1 июля, до этого времени уже определимся, а вы знаете, что мы его не бросаем. Этим мостом много пользуются, да? Да, конечно. Хорошо, понятно. Тогда давайте так, вот по мосту мы, как уже было сказано, готовим тогда документацию, будем рассматривать. И вот уже много лет ставится вопрос по созданию общественного пространства, где могли бы мы проводить мероприятия. Те же проводы зимы сейчас мы проводим, условно говоря, вот на этом озере мы его чистим и проводим проводы зимы. Охота совместно, допустим, с этим мостом сделать какую-то площадь прилегающую, чтобы она была в одном архитектурном виде. Ксенофонд в свое время делал вместе с нами проект, да, площади. Он где-то не есть, архитектурный вид есть. Вот вместе с мостом хотелось бы, чтобы в протокол вошло все-таки площадь совместно. Хорошо. А Мархинку вот запоганили. Ее каким-то образом можно очистить? У нас мероприятие по обеспечению проточности городского канала городских озер, она включена в комплексный план развития якутской агломерации. Общая стоимость в ценах 2024 года 1 миллиард 314 миллионов рублей. На данный момент мы совместно с Министерством экологии эти вопросы прорабатываем. В текущем году мы подали заявку на софинансирование с республиканского бюджета на разработку проектно-сметной документации. Вот вы заходите сюда, в эту школу. Вход такой, да? И сразу вот такой забор. Угу. А я предлагаю, чтобы вот этот забор убрали, приобрели вот этот участок и построили там прекрасную детскую площадку. Либо волейбол, либо баскетбол, либо, я географ, извините, и мечта моя была бы, чтобы здесь была метеорологическая площадка, может быть, одна единственная в городе, которую бы географ, здесь вот учитель географии, может быть, есть, вот, мог бы, я бы что-то там подсказала и так далее. Пожалуйста, рассмотрите этот вопрос. Там сколько соток примерно? 15. Самое главное, что там оно прямо вплотную к школе. Да. Вот, рассмотрите. А насчет вот метеорологической площадки, да, это на самом деле очень хорошая идея. Потом у нас прогноз погоды рассказывают, а на следующий день вообще другое происходит. Видимо, нам надо этим озаботиться. Члены садового некоммерческого товарищества «Сатал» задали свои вопросы. И первый вопрос касался исков окружной администрации к членам СНТ «Сатал». Честно сказать, у нас проблема «Сатала» это как бы была хроническая болячка, да, и если бы сегодня вопрос бы не заострился бы, да, он бы никак бы не развязался бы этот узел, да, поэтому все-таки мы же с вами тоже встречались, да, и у окружной администрации нету иных законных оснований оформить земельные участки, это первое. Если, условно, мы сейчас эмоционально оформим земельные участки, мы получаем нелегитимно оформленные земельные участки у собственников. Это плохо. Придут другие власти, другие контрольно-надзорные органы через 5 лет, да, условно, и все развернут в обратную сторону, поэтому в ваших же интересах и в наших интересах сейчас все сделать по закону. Здесь у нас Анатолий Спартакович, глава департамента. Пожалуйста, вот по судебным дайте информацию, пожалуйста, и нашу позицию. Озвучу коротко информацию по судебным. Здравствуйте. Меня зовут Анатолий Спартакович Угринов, начальник правового департамента Бюро ГЛРУ. Всего, значит, нами подано 172 иска в суд. Они касаются всех 4 кварталов, это 9, 10, молодежный и 11.
По 172 материалам, исковым заявлениям 93 это с объектами капитального строительства, либо с признаками объектов капитального строительства. Вынесены решения в настоящее время по 7 делам, это 9-й квартал. 2 дела, молодежный, 5. Суды выносят решение о том, чтобы отказать окружной администрации в признании самовольными постройками те объекты, которые сейчас на данный момент там находятся. Это жилые дома в основном. Пока мы прошли только первую инстанцию. Вторая инстанция будет вот сейчас в конце февраля, 20 февраля начинается у нас судебная. Сатала здесь люди есть еще? Представители. Да, можно будет остаться и после этого проговорить. Но Евдокия Васильевна и вот другие представители, члены Сатала, которые в курсе проблемы, мы идем по тому же пути, который наметили в начале. Мы сейчас примерно находимся в середине пути, то есть мы пока делаем судебную практику. Плюс к этому все согласны, что клубок большой сформировался проблем, и сейчас еще в этом клубке разбираются органы правопорядка. Знаем, что возбуждено 4 уголовных дела, расследуются по части 3 и части 4 статьи 159 Уголовного кодекса. Это мошенничество в крупном и особо крупном размере. То есть хроническая проблема, которая годами формировалась, конечно же, одним росчерком пера, к сожалению, не может быть решена, поэтому мы идем сейчас через судебную практику. К сожалению, в городском округе города Якутск и на территории Табаги, и на территории Хатасов, да, вот обманывают людей, прямыми словами. Обещают, что сельхозземли завтра город обещал перевести в ИЖС и так далее. Мы не можем это делать, потому что, во-первых, есть генеральный план города Якутска, есть доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, которая запрещает прямо переводить без согласования в другое иное значение. Ну, вы поймите, сельхозугодия это все-таки они от сельхозпроизводства, под выращивание и так далее. Поэтому здесь вот все-таки вот много сейчас информации в социальных сетях. Да, там продают, тут продают по 350 тысяч, там по 600 тысяч, да. Я скажу вам, не надо вот вестись на вот эти покупку вот таких земельных участков. Это будет Сатал-2, Сатал-3, и потом, чтобы мы здесь еще раз не собирались и не обвиняли друг друга, что мы, вот кто-то кому-то хочет плохо сделать. Это неправильно. Ну, касательно судебных исков, здесь я просто хочу, вот здесь много людей, и обозначить позицию. Мы органы местного самоуправления. Мы всегда остаемся в интересах населения. Но интересы населения должны все равно реализовываться в правовом поле. Поймите правильно, да? Если мы будем оформлять земельный участок вне закона, это категорически недопустимо. Поэтому сегодня, как Анатолий Спартакович сказал, сейчас судебная практика у нас формируется, а нам она потом поможет вот этот процесс как бы, систематизировать. Представитель садового некоммерческого товарищества «Сатал» Евдокия Лукачевская затронула вопрос санитарной точки. Как оказалось, санитарные точки в районе Сатала и вообще прилегающих СНТ, а их там достаточно много, нет. И куда девается мусор с этих садового некоммерческих товариществ, кооперативов, прилегающих к территории Сатал, непонятно. Тоже мы не раз обращались в администрацию МАРХИ, чтобы на нейтральной территории организовали место накопления твердых коммунальных отходов. Это нужно для того, чтобы члены ближайших всех СНТ, расположенных в микрорайоне Марка, имели возможность заключить прямые договора с региональным оператором экосети. Да? То есть на сегодня жители идут в экосети, хотят заключить прямой договор на вывоз мусора, а им говорят, а у вас нет места накопления. Ну, я еще раз представлюсь, меня зовут Лебедев Андрей Викторович, я являюсь директором экосетей. Санитарная точка была ликвидирована в августе месяце. На санитарную точку Сатала у нас поступало большое количество мусора, да? Около каких тысяч? 3000, наверное. Все ближайшие сутки. Все ближайшие сутки, 3000 земельных участков. То есть это была такая большая проблема. Сейчас этой точки нет, у нас, соответственно, все ближайшие санитарные точки переполнены. Это у нас в первую очередь страдает Джетай по крупному габариту, Марха, порт, все, что у нас по пути следования из Сатала сюда.
Это все дело страдает. По составу, конечно, вопросов очень много, да, Георгий Ильич? Это надо отдельно прям собираться, да. Сейчас с Евдокием мы все вопросы не проговорим. Если мы сейчас будем проговаривать, то это надо, не знаю, 3 дня нам это дело разбираться. Вы сказали, что жители Сатала несли время содержания этого Нет. вуза. Георгий Ильич, я предлагаю все-таки сейчас протокольно этот вопрос и отдельно обсудить, потому что мы сейчас будем, если погружаться в тему... Хорошо, я согласен, но все-таки нам же надо, исходя из целеполагания, да, все-таки проблема есть, нам надо найти какое-то решение. Собираемся на уровень прокуратуры, собираемся на уровень Министерства ЖКХ с надзорными органами по этой тематике. Там надо принять принципиальное решение, потому что и по надзорным органам есть вопросы, да, то по санитарно-защитной зоне, и по экологическим требованиям есть определенные требования. У них там, мы предполагали поставить санитарную точку под линией электропередач 110 киловольт. Там опять-таки Якутская энерго говорит, мы не согласны, поэтому мы проводили на Министерство ЖКХ. И это же проблема не только у нас в Мархе есть, это территория других у нас. Да, это северная, все на свете. Поэтому, хорошо, тогда вот по ТКО давайте мы разберемся, мы должны найти решение. Окружная администрация дала ответ членам СНТ «Сатал», которые имеют в собственности уже свои участки, на которых уже имеется капитальное строение, ИЖС. То есть, чтобы там вопросы СОТа перешли к вопросам местного значения города. Да, То есть, чтобы там СОТа не было. да, Без сельских взносов, да, совершенно верно. чтобы у них были свои договора уже. Ну, то есть, там уже не будет этого некоммерческого образования в виде СНТ, Да, который да. будет решать данный вопрос. Да, да, да. Они хотят сами уже. Их дороги будет содержать город Якутск. Что такое ИЖС, что такое СНТ, да? Вот. Второе, это же, дачники, наверное, здесь есть, да? Это под садоводство и огородничество, поймите. Не надо немножко путать понятия, да? Вот если ты получил дачу, то ты туда в сезон выезжаешь, картошку садишь, теплицу выращиваешь, да? А потом вот это превратить в городскую территорию, но мы же сами понимаем, да? Где СНТ, там узкие улицы, автобус не пройдет, да? Детского сада нету и так далее, поэтому это вот непростой вопрос. Из выступления окружной администрации можно сделать вывод, что члены САТАЛ, садового некоммерческого товарищества, должны платить взносы. Взносы идут на содержание территории данного товарищества. Также просьба членов САТАЛ все-таки принять это во внимание. Членские взносы — это идет на обслуживание территории вашего товарищества. А садовое некоммерческое товарищество САТАЛ должно дождаться решения судов как городских, так и Верховного суда Якутии. С вами был журналист Олег Желнин. До скорой встречи!